His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. А я пришла в 2003 году, и было где-то 30-50 человек, да даже 50 не было. Просто я раньше, до этого, в одной церкви было служение, и приезжал пастор со своей командой еще в Перещепино и пел песню, я помню, «Блудный сын». Ну, там все песни были, многие давали концерт. Но именно эта песня, она меня так зацепила, я помню в сердцах тогда. Мне так внутри прям вся закричала: Господи, я так хочу, чтобы он был моим пастором. Но он был Перещепино пастором. А потом я узнаю, что в Днепре открылась церковь Возрождения. Я каждый день наслаждаюсь, Богом молитв, на это зверь я плевал, и на тиранию ты мой Бог подарил. Сука, судьбу, я тебе все могу, я поверю ему. Журналы, телевизор, кино, все говорят, что же свято, это просто смешно. Но пусть против меня пойдет хоть весь этот мир. Иисус мой герой, Иисус мой кумир, он за меня на кресте свою жизнь отдал. Он меня любил, за меня страдал, и теперь в моем сердце живет Христос. И сегодня, вы знаете, такой хороший вечер. Я вам скажу, что этот особенный вечер, намного особенный, как правило, для меня. Особенно для меня. Потому что Бог вложил мне еще где-то 2 года назад, 2,5, за Днепропетровск. И вот только недавно Бог дал свое слово, конкретное слово, чтобы здесь начинать служение. И я когда-то говорил так, говорил много-много раз, я говорил: самый счастливый день в моей жизни будет, когда я буду начинать церковь в Днепропетровске. В 2002 году, в мае месяце, пастор поехал в Днепропетровск, чтобы открыть церковь здесь. Вот. И в течение месяца, как раз в июне месяце, в конце июня была Троица. И вот к этому моменту, как приурочить открытие церкви, к этому празднику, вот весь месяц мы трудились, мы приезжали, помогали делать евангелизации, с флаерами ходили. И уже к началу открытия церкви уже здесь были 2-3 ячейки. Бог исполняет наши мечты. Амин. Бог исполняет мечты. В Церковь Возрождения я пришла в декабре 2003 года. То есть вот скоро будет 17 лет. Пришли мы буквально за неделю, не за 10 до Нового года. Церковь готовилась к Новому году. Я пришла с маленьким ребенком. Моей дочке было 7 лет. Сразу же я попала на домашнюю группу. Мы постоянно собирались вместе по домам. Вот. И это была семейная обстановка. То есть везде потом постоянно были какие-то учения, семинары. Были в нашей церкви очень много учений. Ты знаешь, у Бога сегодня все есть для тебя и для меня. Я просто верю сегодня, что мы верующие, мы должны ходить в силе Божьей. Евангелие – это сила Божья. Мы должны ходить в радости. Мы должны смотреть на эту жизнь и видеть себя победителями. И в то время часто апостол приезжал к нам на домашку. Домашки у нас были на Титова. И было так иногда, что плохо мне. И настолько он, правда, любил своих людей. Он меня сажал в машину, привозил меня в нашу балку. Там я живу в тупике 4. Прямо заезжал на улицу, на эту узенькую улицу. Подвозил прямо к калитке вечером, поздно. Лина Слободенюк, она была моим первым лидером. Мы домашку проводили у мамы нашего пастора, тогда была эта домашка. Это тетя Ра, это невероятная женщина, семья. Я не знаю, я пришла в семью.
В колледже, конечно, я была с самого первого колледжа, 3 месяца. Это было невероятно. Особенно на первом колледже. Это было просто постоянно. Мы и падали, и было такие, что весь зал смеялся, Пока там катался. Дух Святой, Твоя радость наполнит каждое сердце. Твой мир придет в каждое сердце. Пускай еще больше сила Твоя сойдет. Помню, я была в группе порядка на самом первом колледже. Много молились, много верили и ожидали. Ожидали того, что зал будет заполнен. Иногда даже не понимали, как это будет, потому что у нас было человек 300-320 людей в церкви вместе с служителями. И был такой момент волнительный, когда мы открыли двери уже для того, чтобы запустить людей. На сцене стоял хор большой, объемный. И такое было просто, знаете, мощное звучание этих песен наших, этого прославления. Мы все стояли и плакали. Мы видели полный зал. Это было настолько трогательно и волнительно. Ну, прям серьезно. Время такое было очень значимое. Аллилуйя! Боже, Ты святой! Воздай Ему великую славу! Аллилуйя! Аллилуйя! Еще больше! Аллилуйя! Аллилуйя! Виктория организовала такой, скажем, театральный, ну не кружок, а театральное служение, да, вот, и пригласила туда, привлекла очень много творческих людей, и она организовывала разные КВН, разные постановки. Виктория во всем сама участвовала. Все танцы, которые они ставили вместе с помощниками, она во всех участвовала, во всех КВНах, во всех спектаклях, во всех постановках, везде, во всем она была первым участником. Я пришла в церковь, когда нашей церкви было 3 года. И в церкви было 350 человек. Ну, тогда для меня казалось, что это огромное количество народа, потому что я ни разу в жизни не видела таких церквей. Я помню, как первый раз апостол сказал, что мы будем делать Ледовый дворец. Для нас, для всех это был шок, потому что как раз, я помню, Ледяев проводил или лидерские, или какое-то собрание в Ледовом, и мы специально поехали посмотреть, как же это будет полный Ледовый. И люди со всего СНГ, бывшего постсоветского пространства, я понимала, что тут это должно просто произойти чудо. Вот. И мы верили, визуализировали вместе с пастором, представляли этот полный Ледовый дворец. И действительно это чудо произошло, то есть мы его увидели полным. Аллилуйя, хвала Тебе за то, что Ты есть. С самого первого Ледового я помню, как мы стояли. Первый раз я была в хоре. Хор был огромный, наверное, около 200 человек, справа, слева. Мы стояли на этих ступенях, одеты все в белое. И первый раз, вот, когда апостол молился, никто, я думаю, многие не верили, что зал такой большой, да, 5000-ный, он заполнится. Когда вот у нас служения были там в металлурге, это определенное количество в шиннике, но тут огромный Ледовый. Вот прям ты заходишь, ты стоишь на сцене, это совсем другое ощущение. Ты стоишь и ты смотришь, у тебя дух захватывает от этой сцены, потому что ты думаешь, от сцены и от того, что ты с нее видишь. Огромное количество мест, которое сначала пустое, а ты понимаешь, что вот мы верили, мы там клеили плакаты, молились, и оно должно заполниться. И я помню, как самое яркое первый Ледовый заполнился, когда мы молились, стояли уже на этих ступенях, закрыли глаза левитами, молились, и получается мы открываем глаза, а людей в это время уже начали запускать в зал. И мы открываем глаза и понимаем, что зал наполнен. И там люди начали плакать, я сейчас тоже, может, буду. Ну, в общем, реально такое вот было какое-то, вот все люди, они настолько поняли, что Бог великий в тот момент, что мы там можем иногда верить, можем иногда не верить, а Бог, Он все равно, Он слышит каждую молитву, видит каждое старание, Он видел, как пастор верил тогда сильно. И опять же, даже если мы где-то там шатались, то Бог произвел такое чудо, потому что вот по вере пастора
и по вере, когда мы его поддерживали тоже своими молитвами. Такое, ну, как с первым Ледовым, сравнится только первый дворец спорта. Тогда вот тоже такие непередаваемые ощущения, когда ты там много трудился, там ехал в этот Киев, как собирали автобусы, для нас это тоже был новый уровень. Вот. И когда приехали, увидели этот полный зал, это величие, вот, действительно новый уровень. Ты видишь, что Бог касается, что это не ты привел этих людей, что Бог каждого коснулся, каждого привлек. Пастор тогда всегда говорил, мы будем снимать Ледовые. Боже, это было так невероятно, это не то, что невероятно, это было вообще невозможно, что такое Ледовые. Бенихин приезжает, Бенихин. А тут мы Ледовые, нам сидят нас 30 человек, 50. Это, конечно, время уже было очень такое значимое, важное время. Мы так сильно работали на это, мы готовились. Мы очень много клеили плакатов, очень много встречались с людьми. И я помню, с валиком, колбой мы брали эти ведра с этим клеем, с этими кисточками. Мы реально счастливые люди, выходили в 11 ночи, где-то до 4, до 3. Мы ходили по улице, расклеивали эти плакаты на столбах, на деревьях скотчами прикручивали их, потому что, чтобы они крепче держались. Владимир, 57 лет. На протяжении 5 лет у него была язва желудка. Каждый день были сильные боли. И 3 декабря на служении разрушения проклятий он пережил прикосновение Святого Духа и полностью исцелен. В церковь я пришла давно. Сейчас мне 26, а в церковь я пришла, когда мне было 11 лет. То есть в этом году у меня юбилей, так сказать, 15 лет уже, как я в церкви. Пришла ребенком. Пришла, потому что мама болела сильно. И ее привезли, она не ходила. Привез ее брат, нас пригласили. И через короткое время мама получила исцеление. Для меня это было, конечно, такое чудо. Опять же, я еще тогда не знала, что такое чудо, что такое, как это все происходит. Но для меня это уже было чудом, потому что, как когда у ребенка выздоравливает мама, да, когда тебе говорят, что, возможно, ты уже ее скоро не увидишь, потому что она сильно похудела, и был сильный такой момент, страшный уже, когда уже как бы критический. И тут я увидела, что она начала вставать, то есть ее привозили, потом она уже начала вставать. Получается, это было как раз-таки перед тем, как я должен был пойти в школу, в 1 класс. Я готовился летом, занимался. И я начал замечать, что у меня с моим левым глазом начались какие-то проблемы. То есть я начал как на него плохо видеть. И мы пошли к врачу. Врач подтвердил, что действительно у меня есть проблемы с этим глазом и что нужно лечение. Но в этот момент моя мама, она отказалась от этого лечения, она поверила Богу и на служение тогда. За это лежит на тебе. Но ты это думаешь, было после служения, ко мне подошел пастор и он молился за меня. Я очень четко помню этот момент, когда он положил на мою голову руку. Мое тело, оно будто бы загорелось огнем. То есть не то, что как люди рассказывают, что внутри они пережили огонь, а будто бы действительно загорелся полностью огнем. Я именно физически ощущал, что я горю весь. И в этот момент, да, я получил исцеление, я был очень счастлив, моя мать была очень счастлива. И вот с этого момента уже прошло 10 лет, и у меня глаз полностью видит, у меня 100% зрение. И после этого у меня ни разу не было проблем вообще со зрением, никаких. Сколько слышала, сколько собирались на другие храмы, в других церквях. Есть, что до сих пор уже сколько лет, больше, чем нашей церкви, а все равно собираются. А мы Бог так открыл двери, что мы в течение пару месяцев открыли этот храм. Купили, вернее, храм. Но самое интересное, то, что купили. То, что мы здесь ремонты делали. Мы здесь 24 часа в сутки находились. Мы кормили ребят. Я помню, уже ты приходил сюда, как домой к себе.
дома, вообще не хотелось быть дома. Мы здесь молиться могли, только вечно как аренды, там за все платить, чтобы лишний раз где-то помолиться. А тут мы 24 часа в сутки. Там было так интересно, мы еще сдружились, а еще больше. Семья. Бог позволил мне увидеть этот путь вообще вот от такого малого до таких вот объемов, до мирового служения такого. Пастор очень старался для того, чтобы люди думали так же, как он, верили так же, как он, также любили Бога, также старались и служили. И правда, здесь как кузница кадров, потому что это было основание. Днепр после Перещепина, когда Бог уже перевел пастора сюда, это была та церковь, от которой все как лучики вот так вот истоки потекли по Украине, потому что мечтали, что это будет вся Украина. Когда было служение, мы готовили служение на стадионе, вот к этому служению, конечно, у нас была цель заполнить стадион, и там собралось 15 тысяч. Мы собрали с Божьей помощью, и в наставлениях апостола мы собрали этот стадион. И вот в этот момент служителя поехали во все города, во все областные центры, во все города, где были какие-то знакомые. Поехали для того, чтобы привести людей, чтобы наполнить стадион. И вот с этого момента уже у нас пошли домашние группы, служения, мы уже снимали залы, Это, конечно, было вообще что-то невероятное, потому что каждую неделю где-то открывалась церковь, каждую неделю где-то открывались домашние группы. Поэтому это было захватывающе, это было движение, просто огромное движение. Прими решение, я забуду все, что было плохое, это останется в старом. И я буду жить будущим, я буду жить мечтой и знать, что все мои лучшие дни, они еще впереди. У Виктории есть такая способность, располагать к себе людей. Она никогда никому не навязывала свое мнение, свои взгляды какие-то, но вот способность выслушивать людей, и, может быть, даже людей ошибались, но она как очень была снисходительна всегда к чьим-то ошибкам, и вот это вот расположение ее к людям располагало людей к ней. Я хочу вам сегодня сказать одну вещь. Лучше быть в церкви, на самом последнем ряду. Лучше быть в церкви, там у порога. Лучше стоять за дверями, охранять. Лучше быть в самом конце, но в церкви, чем во дворцах нечестия. Я очень благодарю Бога за апостола, за помазанника, который... Помазание ж не просто так дается. Я видела его жертвы, я видела его жизнь, я видела его отдачу, его любовь к людям, его любовь, его сострадание, вот этой боли. Если бы у него не было это внутри, Бог бы не дал бы ему это. Еще в те годы, в самом начале. Потому что Бог по сердцу дает. Виточка, она ж наверное, так и предназначена Богом для того, чтобы человеческую душу понять. Это служитель, который просто реально чувствует души человеческие, особенно женские. Поэтому у нее очень хорошая тема о семье. Она учила, как деток воспитывать, как любить стариков. Потому что, сам Бог так, наверное, сделал, что она помощница апостолу нашему. И ее служения, они всегда отличались какой-то душевностью, которая потом приносила дух. Она приносила потом дух. Духовная сторона человека, она потом преображалась из-за того, что исцелялась душа. Поэтому она наша духовная мамочка, наш пастор. И наше видение, друзья, это спасение нашей страны. И мировое движение, мировое пробуждение. Ты понимаешь, что Бог движется масштабно, есть чем сравнить. И это действительно сила, потому что не было такого, чтобы мы останавливались, не было такого, чтобы не было развития. То есть апостол, он всегда хочет, чтобы все только двигалось, да? Поэтому у нас все время есть какие-то новые идеи, какие-то новые проекты. У нас есть какие-то все время такие толчки, которые, не дают нам остановиться, не дают откатиться назад, а наоборот, они нас, пастор нас стимулирует, всегда идти вперед.
И да, я за эти годы очень много этого наблюдала, и ну, это круто. Это круто. Amen.